Республиканскому управлению МЧС вручили собственное знамя. Это официальный символ спасателей региона. И сегодня же противопожарная служба Коми получила 9 новых машин. Спецтехника уже отправилась в столичный поселок Краснозатонский, Усть-Вымский, Прилузский, Сысольский, Сосногорский и Уссыльмский районы. Максим Катаев и Виктор Прокушев побывали на торжественных церемониях. Грамоту Владимира Путина о вручении знамени Республиканскому управлению МЧС зачитал заместитель полпреда президента на северо-западе Юрий Шалимов. Накануне полотнище прибили к древку. В церемонии участвовали самые достойные офицеры. По итогам 2012-го Коми-подразделение стало лучшим в СЗФО. Сегодняшнее событие будет служить еще одним стимулом для того, чтобы вы в своей профессиональной деятельности придерживались всегда именно главного принципа. Профессиональная работа направлена на благо Республики Коми и Российской Федерации. От себя лично хочу пожелать вам новых профессиональных успехов, добра, счастья, ну и самое главное, как можно меньше чрезвычайных ситуаций. За 8 лет существования Главного управления на его счету сотни успешно выполненных спасательных операций, тысячи спасенных человеческих жизней. Итоги этих лет показывают, что в целом достигнуты высокие результаты. И что самое главное, с каждым годом вы все лучше, качественно и успешно выполняете поставленные задачи. Генерал-полковник подчеркнул, власти Коми, как никто другой на северо-западе, реальными делами участвуют в развитии противопожарной службы. За 3 с небольшим года за счет средств республиканского бюджета закупили 126 спецавтомобилей. Сегодня Вячеслав Газер вручил ключи еще от 8 машин. Программу укрепления матбазы наших пожарных служб мы будем продолжать, потому что все это делается только для одного. Чтобы наши люди в республике чувствовали себя уверенно. Андрей Гамилов погонит автоцистерну в Сосногорский поселок Верхний-Ижемский. Там таких машин не было вообще. На пожары выезжали с соседнего поста. Это за 150 километров. Техника отличная. 3 куба. Этого достаточно? Ну, смотря для каких поселков, где-то достаточно. На другие поселки побольше. Ну, где какие нужны, туда такие идут. Главе сельского поселения Ужга Галине Кармановой сегодня вручили ключи вот от этой буханки для добровольных дружин. Авто – приз за победу в конкурсе проектов по развитию пожарной службы. Его организатор – Совет муниципалитетов. Для добровольно-пожарных дружин это уже будет материально-техническая база, уже создана. Значит, уже мы с чем-то можем работать и с чем-то идти на эти конечно, не будут эти пожары, но на пожары. Сразу со Стефановской спецтехника отправилась на боевое дежурство, а бойцы Главного управления Республиканского МЧС в Эжинский район, где сегодня открыли отреставрированный спасательный центр. И сейчас я передаю слово своему коллеге Виктору Прокушеву, который работал в Эжве. В Эжве реконструировано здание поисково-спасательного отряда. Выглядит оно прекрасно не только с внешней стороны, но и внутри. Мы прошлись по помещениям и посмотрели, в каких же условиях работают те, кто спасает нам жизни. Но перед этим в торжественной обстановке начальник отряда получил из рук Шамсуддина Дагирова символический ключ. И вот лента перерезана. На реконструкцию и оснащение здания потратили 142 миллиона рублей из федерального бюджета. Сюда поступают все вызова, отсюда спасатели направляются на работу. В распоряжении спасателей 2 здания. В первом находится пульт дежурного, учебные классы, кухня, душевая, комната отдыха и медкабинет. Там гости задержались и даже проверили знания дежурного санитара. Обезболивающих что у вас есть? Какие препараты? Ну, противошоковые наборы. Пройдемте, кладовая. Чуть позже генерал лично проверил оснащение ремонтной мастерской во 2-м здании. Там же гараж, а самое главное, по просьбе спасателей, спортзал. В нем есть все необходимое: стена для скалолазания и даже 2-этажная качалка. Мечта спасателя для того, чтобы был свой спортзал, свое, вы сейчас видели, там есть свой скалодром. Нам сейчас не нужно идти и просить кого-то это все делать. Нового здания они ждали 2 года. Теперь уверены, ждали не зря. Довольным остался генерал-полковник из Санкт-Петербурга. Он отметил, вот в таких условиях должны нести службу спасатели. Очень хорошее впечатление. Почему? Потому что мы практически сейчас все наши филиалы регионального поисково-спасательного отряда стараемся привести нормальный, рабочий, хороший вид, рабочее состояние. По словам Шамсуддина Дагирова, на очереди реконструкция здания воркутинских спасателей. Виктор Прокушев, Олег Жуковский, телеканал Юрган.